ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Воскресенье, 12:00, Центр детского и юношеского творчества имени Корчевского. Под таким названием мы знаем это место сейчас, но в обиходе многих ухтинцев и по сей день сохранилось старое наименование – Дом пионеров. И вот 5 ноября он отметил необычную дату – 50 лет с момента открытия здания Центра творчества. Да-да, вы не ошиблись, кирпичный дом, где некогда пионер гордо взирал на космические корабли, бороздящие небо, именно этот дом был открыт полвека назад. Сегодня здесь работает не один десяток кружков, секций, коллективов разных направлений. В этом году открыли 3 новых, в том числе 3D-моделирование. Важная, давно наболевшая тема – ремонт здания. В июне этого года между «Газпромом» и руководством республикам подписано социальное соглашение, в рамках которого как раз предусмотрены денежные средства на реконструкцию детского парка и реконструкцию центрального здания Дома пионеров. В первую очередь это, естественно, наш аварийный спортивный зал, нашу сцену и наш долгожданный планетарий. Нет сомнений, что дождаться ремонта мечтают все многочисленные коллективы Центра творчества. Однако юбилей здания совпал и с еще одним событием здесь же. Юноармейцы принесли торжественную клятву в стенах бывшего Дома пионеров. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь всегда быть верным своему Отечеству и юноармейскому братству. Клянусь! Клянусь! Соблюдать устав юной армии, быть честным юноармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянусь! Клянусь! Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Клянусь! Клянусь! Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Клянусь! Клянусь! Юноармейцы не первые, кто приносит клятвы за последнее время. Не так давно обещания давали кадеты, а губернатору Коми вовсе понравилось предложение вести единый день кадетской клятвы. Насколько такие события помогают или же нет? Молодежь же выбрать правильный путь – вопрос для обсуждения. Но не вызывает сомнений, что молодые ухтинские юноармейцы оценили торжественность момента.